Здравствуйте, я Нияз Абазганов, это «Мозги на вынос». И у меня в гостях лучший юморист Кыргызстана, самый прославленный актер, человек, которого знают все. Курсанали Улу Нурсултан. Дай 5. Ну, это по мнению мамы, я такой самый лучший. Теперь по мнению моей салфетки. Прославленные люди часто обрамлены какими-то загадками и интригами. Ну, как, например, все люди гадали, Гоголь переворачивался ли в гробу или нет, либо был ли Оскар Уальд гомосексуалистом. Скажи мне, пожалуйста, вот всех интересует такой вопрос. Усы, которые ты носишь в кадре, они настоящие? Я думаю, все заметили уже, что они не настоящие. Я их клею, но они настолько настоящие, что уже настоящие. Ну, вообще-то мы находимся в помещении, поэтому молодец, что снял усы. Ну, я же джентльмен. Когда мы с коллегами впервые увидели тебя в кадре, все начали радоваться, гордиться. Ну, потому что индус ради роли в кино выучил кыргызский язык. Ну, вообще-то я пакистанец, ну ладно, черт с ним. Как тебе удалось выучить кыргызский язык? Сколько времени заняло это? Ну, это заняло примерно 23 года. Это было тяжело. Кыргызский язык, я думаю, самый тяжелый язык в мире. Скажи что-нибудь на кыргызском нашим телезрителям. Что сказать, я не знаю. Спасибо. Вот такой Мне вопрос. Кыргызстан Россия. Вот такой вопрос. Ты занимаешься спортом? Ну да, вот вчера играли в футбол с пацанами, сейчас все болит у меня. Как часто вы играете в футбол? Только вчера. Один раз в жизни ты играл в футбол. Ну нет, ну, наверное, 5 раз. Я лично слежу за тобой давно достаточно. Смотрю тебя. Это очень странно звучит. Вообще-то да. Не следи за мной больше никогда. Смотрел тебя на разных передачах. И с каждой передачи я вижу, что ты набираешь вес. Просто движение калышкерек же. Движение глотос – это вот результат того, что Безаевой сильное движение глаз, да? И из-за этого набирается вес. Да, это только из-за хорошей жизни. В киноиндустрии создатели фильмов часто имеют такую практику, чтобы приглашать именитых артистов для того, чтобы поднимать популярность своего продукта. Ну, Как например, ты делаешь со своей передачей, Именно, именно. У тебя это плохо получается. Ну, в следующий раз мы пригласим Ильдера Кенесарова. Вот как это было, допустим, в фильме «Неудержимые», когда создатели пригласили Арнольда Шварценеггера, он сыграл отлично, но не только Шварценеггер там был. Как, допустим, Ван Дамм сыграл в русском фильме, или как Жерар Депардье сыграл в русском сериале. Скажи, пожалуйста, для чего вы пригласили МС Салалбека? А для чего ты меня сюда пригласил? Для того, чтобы ты ответил, для чего ты пригласил туда МС Салалбека? Ну, потому что это очень интересный персонаж, по нашему мнению, который сейчас пока более-менее актуален. И он своей манерой мог бы уже, наверное, украсил наш фильм. Наш фильм, он сам по себе такой нестандартный, немного, и юмор там такой очень интересный. И Сайлубек, он именно хорошо подходил на наш фильм. Сколько он вам заплатил? Ну, это коммерческая тайна. Дай Мы не 5. можем. Спасибо, это был Курсаналы Улу Нурсултан. Все? Херня передача.